Добрый день, Денис. Сегодня у нас вообще последняя капля вот нашего терпения, когда я увидела 9 мая, как вот через вот это вот заграждение, которое загородили наш путь, проход к улице Дзержинского, бабушка, ветеран, пенсионерка чуть не упала, потому что это сейчас все это высохло. На самом-то деле до прошлой недели это было все в воде. Какой-то добрый человек бросил тут грязный матрас, и вот тут мы переходим. Я начала звонить во все инстанции, спрашивать, ну кто же этот проход нам закрыл? Ведь нам по улице Халтурина, жителям Халтурина 22/2 невозможно пройти. Халтурина улица вообще в страшном состоянии, там все в воде, во всех каких-то голдобинах. Хотя тут 3 социальных объекта. Это колледж инфраструктурных технологий, который стоит рядом в соседнем здании, строителей 8. Это Северные Звездочки, детский сад. Это Калинка-Малинка, которая находится по Халтурина 22/2. 3 социальных объекта и дорога в ужасном состоянии. У нас только единственный проход на улице Дзержинского мы можем пройти к нашим автобусам. Сейчас посмотрите территорию. Территория в каком страшно грязном состоянии. Ну, товарищи, в этом году юбилей 100 лет ЯССР. Мы все горожане, мы все жители нашей республики. Это день рождения нашей республики. Я считаю, что когда такой большой юбилей, то в городе должна быть чистота. Чистоты нету, но давайте организуем тогда наших жителей. Ведь раньше как было? Все министерства, предприятия при Айсене Сергеевиче, очень хорошая налаженная работа была по благоустройству. Давали какие-то вот улицы, да, шефства. Предприятия, учебные заведения могли, значит, убираться. Ну, сейчас посмотрите, какая грязь. Потом смотрите, вот заброшенное здание. Нам вообще в мэрии обещала, что вот это заброшенное здание собственника Дубинина город выкупит, и здесь будет сквер. Мы этот сквер уже ждем 3-й год. Сквера до сих пор нету. Чья ответственность в этой территории? Убрать ее, привести в порядок? Мэрии. Или это управа, или управляющая компания? Ну, и управляющая компания, я думаю, ответственность все равно несет, да. А здесь вот есть детский сад рядом. Мы, как жильцы, тоже не отказываемся. Мы бы тоже вышли и вот это все вместе убрали в субботник. Организовались. Да, и мы тоже себя не снимаем ответственность за этот мусор. Мы тоже готовы привести свою же территорию в нормальное, чистое состояние. Наши дети здесь ходят ежедневно. Зимой здесь собираются подростки. Здесь очень опасно, это заброшенное здание, тут очень опасно, тут всегда пьянствуют, тут бомжи собираются. И это сгоревшее здание стоит посреди вот таких вот больших домов. Мы хотим, чтобы наш квартал расцветал, развитие было. Все-таки 100 лет ЯССР, это юбилейный год, мы к нему готовились 10 лет. Ну, пожалуйста, давайте организуем вот это вот пространство, чтобы оно было хорошим, лучшим в городе Якутске. Сами самоорганизуемся, сами купим мешки, перчатки, потому что мы уже устали от бездействия, власти, правильно? Я так лично считаю. Это наши групповые окна. Дети все время за этим наблюдают, за этой картиной, за этой антисанитарией. Вот этот дом сгорел, и сейчас он вообще, кому не лень, все туда заходят. И собаки, и люди. Огромное количество. Постоянно здесь собираются какие-то подростки. Здравствуйте, я Акулян Гайк Мавелович. Живу в Халтурина 22/2, первый подъезд, 86-й квартира. Я бы хотел попросить у чиновников и у КЖУ, как бы сделать немножко дорогу. Вот смотрите, у нас тут весь трубы всякие торчат. Нету дороги у нас. Прогнули колеса, починили несколько раз машины, ходовки. Но сейчас все они запчасти дорогие. Ну, вы как бы либо засыпаете, либо большой машина, как она там, да, грейдер. Хоть припустите его, да. Поравняйте хотя бы, если не можете засыпать. Посмотрите, действительно лучше. Действительно, это как-то невозможно так. Я, Куличкин Анатолий Николаевич, обращаюсь к нашему мэру. Уважаемый мэр, до каких пор мы будем терпеть эти невозможные дороги? Здесь яма на яме. Но тут ездить можно только на УАЗиках или на джипах. Вот Халтурина, 7-летка. Тут проезд к садику, Северные Звездочки. Люди ездят, бьют бампера. Тут дом стоит, 16-этажный, 4-подъездный. Там столько людей живет. И все мучаются вот всю весну, все лето.
Ну, вообще, примите, пожалуйста, меры. Денис, я на прошлой неделе ехала по нашей мрачной территории, да, и думала о вот жизни, да, что в этом году, сказали, и в прошлом году очень много наших якутян, земляков переехало в теплые, края, да. И я подумала, как же развить патриотизм в наших детях, в подростках, молодежи, да, чтобы они любили. Как мы можем развивать патриотизм, если с окон детского сада дети видят эту грязь? Поэтому патриотизм – это такое слово, которое должно быть доказано делом. Должно быть чисто, красиво в нашем городе. Все должно быть благоустроено, чтобы нам комфортно жилось в нашем городе. Сквер однозначно детский сад один не может сделать. Я считаю, что это должно быть общие усилия и мэрии города Якутска, и правительства, потому что это большие расходы. И детский сад может, например, кустарники посадить, да? Посадить деревья. Наши жители, мы, жители дома Халтурина 22/2, мы можем принять участие в благоустройстве территории, посадить цветы, там, ухаживать, поливать. Но благоустроить, зацементировать, заасфальтировать, да, эту территорию, сделать дизайн-проект все-таки нам должна помочь мэрия города Якутска. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям. Помогите, пожалуйста, с этой территорией.